Мои дорогие братья, сегодня я поговорю, я бы сказал, об одной из актуальных, очень актуальных тем, касающихся нашей уммы. Сегодня наша умма, она страдает, болеет. У нее очень много язв, очень много болезней. И вот одна из этих болезней, на мой субъективный взгляд, это лень. Лень, немощь. Лень и немощь, которые друг с другом связаны, сопряжены. Как на это указал имам Ибн аль-Каим, рахимахуллах, но об этом чуть попозже. Лень, против которой, о защите против которой молил постоянно посланник Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля в своей книге говорит: «Я айюха русуль ва да'уду билляхи минаш шайтанир раджим». О посланники, кулю минат таййибат, ешьте благое, ва амалю салиха, и совершайте праведные поступки. Инни бима та'амалуна алим. Поистине я знаю, я всесведущ о том, что вы совершаете. Также однажды посланника Аллаха спросили: о посланник Аллаха, какой из заработков наиболее чистый или благой? На что пророк сказал: это то, когда человек зарабатывает собственноручно, то есть своим собственным трудом. Окулю бей'ин мабрур. Любая купля-продажа, благочестивая купля-продажа, приводит базар. Если мы посмотрим далее на пророков, на всех пророков, мы, конечно, всех не успеем перечислить, но можем начать с Адама, то мы увидим, что они трудились, или, как указывают ученые, они были обладателями, на тот момент, наверное, специальность не совсем стилистически правильно будет слово, но они обладали специальностями. То есть умениями определенными, профессиональными навыками. То есть, в частности, упоминается о том, что Адам, алейхиссалям, первый человек и пророк, занимался земледелием. То есть он выращивал, сажал и так далее. Зарабатывал на этом, кормил семью и так далее. Адам – пророк. Далее возьмем Ибрахим, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, упоминает, что обладал навыками, умениями строить. Упоминается об этом в частности в Коране: «Ваид ярфау каваида миналь бейти Ибрахим ва Исмаил, раббана такаббаль минна иннака антас самиуль алим». И вот Ибрахим и Исмаил поднимают стены Каабы. О Господь наш, прими от нас, поистине Ты слышащий, знающий. Ильяс упоминает, алейхиссалям, что он был ткачом, что умел навыки определенные и занимался этим. Юсуф, алейхиссалям, Юсуф. То есть мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля одарил его умением толковать. И благодаря этому умению он добился того, что сам царь на тот момент, который правил в Египте, вызвал его. И что Юсуф сказал ему? «Джа'альни аля хазаинил ард». Доверь мне управление казнами. Поистине я сбережу это. И он доверил ему это. И мы знаем, как Юсуф умело справился, алейхиссалям, с этим. 7 лет, это же надо было настроить целую систему. 7 лет целый народ выращивал зерно, потом это все
надо было придумать, это же профессиональные навыки, это же не просто так. Придумать, чтобы эффективно это сберечь, сохранить. А потом еще 7 лет правильно распределять, так как после 7 лет плодородия наступили 7 лет засухи, когда не было вообще урожая. И это надо было все организовать, суметь это все сделать. И Юсуф, алейхиссалям, сделал это. И благодаря этому добился того, чтобы миссия посланническая «Ля иляха илlallah» на тот момент распространилась в Египте, что весь народ Египта уверовал, и ширк ушел. Далее смотрим. Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, упоминается, что он пас овец. Ну, в частности, это известная история, когда пророк Шуайб нанял его, чтобы, выдавая замуж за него свою дочь, на 8 лет или 10, как упоминается в этой. И он весь этот период пас овец. Иса, алейхиссалям, да, Аллах Субхану ва Тааля даровал ему умения, навыки лечить. То есть это было знамением, но тем не менее, это была деятельность определенная, которая также упоминается в Коране. وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Я лечу искаженных, проказы и так далее. Я оживляю мертвых по воле Аллаха, по дозволению Аллаха. Или возьмем печать пророков Мухаммада, нашего любимца, саллаллаху алейхи ва саллям. 6 лет, с 6 лет он уже пас овец, упоминается в Сирии. В 9 лет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже у него появились навыки, то есть он горел, хотел, чтобы его дядя Абу Талиб приобщил его к торговле. И мы знаем эту историю, как он, то есть его взяли, а потом вернули и так далее. Но у него было рвение, тяга к работе. И впоследствии, еще до пророчества, то есть когда Хадиджа, радаллаху анха, искала достойного человека доверия, чтобы доверить ему свои деньги, свои финансы, чтобы он занимался торговлей. Мы знаем, что на тот момент курайшиты, они активно занимались торговлей. Караваны шли в Йемен, а потом Шам, и, то есть обмен был такой, торговый путь был. И в конечном итоге, то есть в 20 чем-то лет, он действительно берется и успешным становится бизнесменом. Бизнесменом по-современному, на том языке, торговцем. Успешным. Он заработал хорошие деньги. Хадиджа осталась довольна. И впоследствии даже сама, в частности, из-за того, что увидела, каков этот человек. Потому что люди познаются всегда в делах. Захотела стать его женой, предложила ему себя. Это известная также история. Я привел не всех пророков, но поверьте мне, то есть любого пророка, которого бы вы ни взяли, вы обязательно найдете то, что он обладал определенными навыками. Он работал. И эти навыки были не просто навыки, это специализированные такие навыки, умения. То, чем они выделялись, отличались. Дауд, алейхиссалям, وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ. Аллах Субхану ва Тааля о нем что сказал? И мы смягчили для него железо. То есть он занимался ковкой. Он изготавливал кольчуги, доспехи и так далее. И Сулейман, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля даровал ему особенности. Он понимал язык птиц. Аллах Субхану ва Тааля подчинил для него, как это упоминается в Коране, ветер. Аллах подчинил для него джиннов. И он это все использовал, чтобы делать, совершать благое, призывать к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы знаем эту историю, как царица уверовала в конце концов.
как он отправил Худхуда и так далее. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что не было такого пророка, который бы не пас овец. Поэтому, мои дорогие братья, мы, люди, будучи теми, кому Аллах Субхану ва Тааля доверил, посланников уже нет. Мы посланники посланников. В каком-то смысле этого слова. Мы обязаны идти этим путем. И это мы должны делать для чего? Опять же, для того, чтобы быть примером, быть свидетелями всему человечеству, доносить ля иляха илlallah. А доносить ля иляха илlallah просто так не получится. Необходима активность. Активность в этой конкретной жизни, стремясь к угоде его в будущей жизни. Поистине, в пятницу есть такой промежуток времени, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я надеюсь, что все мы с вами застанем этот момент или этот час. Просите прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. И лишь Его мы восхваляем. И лишь Его просим о помощи. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет. А того, кого Он ввел в заблуждение, уже никто не наставит. Итак, мои братья, я привел достаточно много примеров из жизни пророков и посланников. Наилучших людей, которые получали откровения с высоты 7 небес, но тем не менее они были обычными людьми, которые ходили по этой земле, ходили на рынки и зарабатывали, и трудились, и вместе с этим, наряду с этим, выполняли ту миссию, ту великую миссию, которую Аллах Субхану ва Тааля доверил им. Они не уповали впустую. Они были самыми богобоязненными. Самыми богобоязненными. И это не мешало им, более того, и это не мешало им совмещать ибадат, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля и труд. Немощь же и лень они всегда осуждали. Всегда осуждали. Как бороться с этой немощью и с ленью, которая паразитировала нашу ум, как паразит? Приведу случай, опять же, из сиры жизни пророка и сподвижника. Однажды пророк зашел в мечеть. Это не было время намаза. То есть он зашел в мечеть и увидел там Абу Умама, сподвижника. И он спросил: о, Абу Умама, сейчас не время намаза, что ты здесь делаешь в мечети? Он сказал: о, посланник Аллаха, я одолен тревогами и долгами, заботами, хлопотами и долгами. То есть он был в таком состоянии, тяжелом, душевном, психическом состоянии. На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не научить ли мне тебя таким словам, которые, коль ты скажешь, а слова это не просто слова, а мольба это не просто мольба, мольба это конкретные действия, которые, коль ты скажешь, что Аллах Субхану ва Тааля избавит тебя от твоих забот, хлопот, избавит тебя от долгов. Он сказал: да, конечно, о посланник Аллаха. И он тогда сказал: каждое утро и каждый вечер говори: Аллахумма инни ауду бика мин аль-хамми валь-хазан. О Аллах, я ищу защиты у тебя. Мин аль-хам, от забот, гам, от печали, тревоги. Печаль, тревога — это связанные вещи, это не одно и то же. Печаль — это когда человек печалится о том, что уже произошло. Тревога, когда он беспокоится о том, что произойдет. Поэтому эти сопряженные вещи, как на это указывает имам Ибн аль-Каим рахимахуллах. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ.
и ищу защиты у тебя от немощи и лени. Немощи и лени. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. И ищу защиты у тебя от трусости и алчности. Тоже взаимосвязанные вещи. Все это взаимосвязанные вещи. Джубн бухль. Трусость, алчность. Человек, который алчный, скорее всего, трусливый. Человек, который трусливый, скорее всего, алчный. «Угалябати дайни акахри риджаль». А также ищу защиту у тебя от бремени долгов и от давления или натиска людей. И действительно, Абу Умама говорит, я обращался к Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой, и будьте уверены, он не просто обращался с мольбой, он действовал. Мольба – это всего лишь импульс, важный импульс, без которого никак. Без связи с Аллахом никак. Но после мольбы должны быть конкретные действия, а иначе это пустое упование. Это плохо думать об Аллахе. Это су'удзон билля получится. И Аллах Субхану ва Тааля, как упоминает Абу Умама, избавил его от всех тревог, печали и долгов. В заключение, на что я хочу обратить ваше внимание. На слова посланника Аллаха «Эль-аджз уль-касаль». Он научил его искать защиты от лени и немощи. Немощи и лени. Как определяют ученые немощь и лень? Немощь – это отсутствие способности делать что-либо. А лень – это неделание чего-либо с присутствием возможностей. То есть, когда есть у тебя возможность, но ты не делаешь. И что самое интересное, опять же, они взаимосвязаны. Как правило, если человек немощный, то он ленивый. Но не каждый ленивый на самом деле немощный. Но, как указывают ученые, если человек постоянно ленится, проявляет лень, не трудится, не зарабатывает, то он потом, впоследствии, поскольку это становится его привычкой, обыденностью для него, он становится немощным. Немощным у'аязу билля, а немощь, как указывают ученые, смотрите, что еще важно. Важно, поскольку это касается нынешнего состояния нашего ума. Немощь, как указывают ученые, это первопричина того, что человек начинает грешить. Да, грешить, совершать грехи. Именно. Разные. Мне иногда задают вопрос. Шейх, а вот бывает такой подъем имана, а потом бац, и совершил грех какой-то. Почему так? Вот один из ответов здесь кроется. И шайтан, аузу билля, он никогда же не отстает от человека. Он постоянно пытается его втянуть то в одну крайность, то в другую крайность. И если человек увлечен этой дуньей настолько сильно, человек начинает, как некоторые это делают, оправдываться, говорят, особенно это модно у турков. Слушай, 5 намазов это хорошо, но работа же тоже поклонение. Это крайность. 5 намазов это фард, ты должен это делать. Работа, да, если ты работаешь, зарабатываешь, халяль кормишь, это тоже считается поклонением. Но не надо играться так религией. И также есть другая крайность. То есть, когда человек отстраняется от этой жизни, возможно, смотрите, скорее всего, такое происходит, чувствуя сладость веры. Он уходит, да, и как будто шайтан говорит, да еще, а потом шайтан, когда человек вот потихоньку, то есть он ушел, да, раз, и его, как это говорят, цепляет, да, и что-то с ним происходит. Имам Ибн аль-Кайим, у него есть интересные слова. Он сказал, «Калатил укаля катибатан». Разумные люди единодушны в том, что
«Ан-наим ла юдрак бин-наим». То есть благосостояние, то есть блаженство не может познаться в блаженстве. «Ва-рахату ла туналю бир-раха». А состояние спокойствия, покоя, оно не заполучается покоем. «Оман аthара аль-маладзат, фататху аль-маладзат». А тот, кто отдаст предпочтение сладостям, тому, что приносит удовольствие, тот упустит это, лишится этого. И поэтому мы в этой жизни, когда мы трудимся что-то, пытаясь сделать, заработать халяль, чтобы накормить халялем свою семью, а чтобы лишние средства потратить на пути Аллаха, когда мы будем потом становиться на намаз, у нас ощущения будут совершенно иные, ощущения сладости этого намаза, чем то, если мы будем целый день читать Коран и целый день поклоняться. Есть периоды, когда это надо делать, в том числе и в Рамадане. Известно, что пророк ﷺ на 10 дней даже уединялся. Но это ограничено определенные периоды. То, как делал пророк ﷺ. Не больше, не меньше. Сунна. Махаджатуль байда. Прямой, ясный, белый путь, который оставил посланник Аллаха. А крайности не нужны. Крайность обязательно ведет в нововведение. Обязательно ведет в заблуждение. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас уберег от всех этих крайностей. Я прошу Аллаха, чтобы Он наделил всех нас благим, чистым ризком. Чтобы мы тратили на пути Аллаха. Чтобы мы возвеличивали Его имя на этой земле. И были носителями призыва «Ля иляха илlallah Мухаммада Расулуллах».